Привет, мальчишки! Привет, девчонки! С вами новости за школьной партой. И мы, Рома и Гузель. Сегодня мы расскажем интересные новости о жизни детей. Гузель, а ты знаешь, когда отмечается праздник День матери? Да, конечно, знаю. Его отмечают в последнее воскресенье ноября. Я думаю, об этом знают и наши телезрители. В ноябре праздничные мероприятия, посвященные Дню матери, прошли во всех детских садах и школах нашего города. Ребята с удовольствием подготовили для своих дорогих мам песни и танцы. А вот учащиеся 3-го Б класса 5-й школы подготовили настоящий праздничный вечер. Давайте все вместе посмотрим сюжет. Ребята к выступлению готовились очень тщательно, порой репетировали после уроков. В этом детям помогала учительница Зинаида Калистратовна Никитина. Она придумывала сценки, готовила с ребятами роли. В день выступления дети очень волновались, но, отбросив все сомнения, праздник начали с общей песни. Для мам ученики 3-го Б класса подготовили много стихов, и каждый прочел ее для своей мамы. И дай вам Бог подольше жить на свете. Сегодня вам любви, здоровья, счастья желают ваши дети. Мадина исполнила восточный танец. 3-й Б класс 5-й школы очень творческий, и с успеваемостью у ребят все в порядке. Каждый ученик ходит в различные кружки и секции. Ни одну минуту времени они не тратят попусту. Мамин праздник, здесь собралось ребят. Они на бабушек и мам с восторгом все глядят. Мы все вас обожаем, им счастья пожелаем и песню красивую споем. Зрительный зал с особым восторгом встречал каждое выступление школьников. Тем более, что там находились мамы, кому и был посвящен праздник. Совместные конкурсы с родителями на знание сказок, на перебирание круг, на угадывание рук матери и шуточное превращение ее в мумию особо понравились ребятам. Любимые мамы не остались в этот вечер без подарка. Бумажные панно и портреты родных людей дети готовили с особым трепетом. Дружный класс 3-го Б под руководством Зинаиды Калистратовны подготовили праздник, который взрослые запомнят надолго. Роман Константинов, Елена Блацева. Новости за школьной партой. Рома, а ты знаешь основные правила дорожного движения для пешехода? Да, конечно, знаю. Нужно переходить дорогу только на зеленый свет, в специально отведенных для этого местах. А вот еще, ни в коем случае нельзя перебегать дорогу, так как водитель может не заметить такого пешехода. Молодец, Рома, ты все говоришь верно. 27 ноября в городской школе номер 5 состоялся конкурс «Агитбригада ЮИД» на тематику «На улицах нашего города». В конкурсе приняли участие учащиеся 5-6 классов. Состязание было посвящено правилам дорожного движения. В начале мероприятия выступила Светлана Гариева, заместитель директора по воспитательной работе. Она пожелала всем участникам удачи, настраивала на победу и призвала знать и соблюдать ПДД. Все участники активно взялись за дело. Классы разделились на 7 команд. В визитке они представили свои агитбригады. Я, ты, он, она, вместе дружная семья. Энергичных, молодых, симпатичных, пробивных, Озорных, умелых, юморных и смелых. вас приветствует агитбригада «Берегите жизнь на дорогах». Со сцены ребята направляли других соблюдать правила дорожного движения, ведь это поможет избежать многих неприятностей. 6-й Б показал очень поучительную сценку. Наш девиз «Мы знаем правила дорожного движения, как математики таблицу умножения». В
визитки ребята представляли свои команды песнями и шуточными сценками, заставили смеяться весь зал, но при этом дали понять, что правила дорожного движения должен знать каждый, и взрослый, и ребенок. В домашнем задании дети проявили актерский талант, читали стихи про дорожные знаки, пели, танцевали и обыгрывали сценки из жизни. Очень я спешу по пустякам пути, редко торможу. Гражданушка, что за дела? Нарушаем правила. Так, лихачить здесь нельзя. У вас есть паспорт и права. Ничего я не нарушаю, просто я напугана. Из-за вас педальку газ с тормозом перепутала. И вот они, мои права. Кто их выдал? Да вы вчера. Штраф придется заплатить. Шутить с дорогой опасно. Случиться может вмиг беда. Да все мне ясно, все понятно. Машину потерять могла. Аварию могли устроить. Машина – это полбеды. Ведь не машины. Своей жизни могли, мадам, лишиться вы. Судьями конкурса стали старшеклассники 5-й школы. Команды 6 Г и 5 А класса выступили блестяще и завоевали первое место. Во втором туре команда-победитель представляла 5-ю школу на городском этапе конкурса и также завоевала первое место, с чем мы и поздравляем ребят. Молодцы! Совсем недолго осталось до самого веселого праздника Нового года, а там уже и каникулы. Я думаю, ребята с нетерпением ожидают его. И не только ожидают, но и активно готовятся к нему, разучивают номера и готовят выступления. Свою готовность они на днях продемонстрировали на городском конкурсе «Новогодний серпантин». Праздник прошел в городском дворце культуры нашего города. Давайте посмотрим сюжет. 12 декабря прошел первый городской конкурс детского и юношеского творчества «Новогодний серпантин». Он посвящен празднику Нового года. Все участники очень волновались, упорно готовились к этому фестивалю. В конкурсе были представлены 2 номинации – хореография и вокал. Ребята были разделены на возрастные группы. Первая категория – ученики 1-3 классов, а также дети из детских садов. Третьи, 6-е, 8-е. Здравствуй, зимушка, зима, долгожданная зима. Ты снежку не жалей, разгуляйся веселей. Ты снежку не жалей, разгуляйся веселей. Голубые елочки, голубые ели, а мне нужна зеленая на самом деле. Вот какая вот елочка, ну где же ты, зеленая елочка? Четвертое. Старшеклассники, ученики 9 и 11 классов. А также учащиеся педагогического колледжа. Ребята порадовали зрителей новогодними песнями и заводными танцами. Я пообщалась с участниками, и вот что они сказали. У нас есть огромное желание победить в этом конкурсе, потому что готовились и силы отдали на это. Самые задорные и старательные были отмечены призовыми местами. Я тоже, исполнив песню «Новогодняя», заняла 2-е место. С Новым годом, с новым счастьем, море света и тепла, сопутствует удача в этот вечер волшебства. Этот конкурс всем нам очень понравился. И даже не места были важны. Дети насладились предновогодним ожиданием, красивой музыкой и ожиданием чуда.
Ну что, ребята, на этом наш выпуск подходит к концу. Надеемся, что вам понравилось. С вами была Гузель Хамидулова И Рома Константинов. Скоро увидимся. Пока, ребята.